Добрый вечер. Сегодня среда, 20 января, 693-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». 28 заложников Кремля. Так называется совместный отчет Евромайдан СОС, Центра гражданских свобод и фонда «Открытый диалог». Это первая попытка активистов объединить всю информацию об украинских политзаключенных в России. Авторы отчета сформулировали рекомендации, адресованные украинским политикам и международному сообществу, как добиться освобождения всех политзаключенных. Зараз, як ви розумієте, йдуть торги стосовно виконання пункту Мінських домовленостей, пункту 6, яке звучить безумовне, яке звучить про звільнення заручників, тобто військовополонених і незаконно утримуваних громадських цивільних осіб. І ми хочемо, щоб ці люди, які знаходяться в ув'язненні за політичними мотивами в Російській Федерації, в окупованому Криму, були невід'ємними частиною цієї адженди. Наші зусилля полягають в тому, що треба звільнити не 3, 2, 1 людину, прізвища яких найбільш відомі з цього списку, а говорити про цілу повну сукупність. І ми таких людей, нагадую, це 13 в Російській Федерації, це 8 в окупованому Криму і тільки офіційно 130, які знаходяться, імена яких відомі, які знаходяться на окупованій частині Донбасу, тобто сидять досі в підвалах. В большинстве случаев наблюдалось жестокое обращение с заключенными и крайне жестокие пытки. То есть была нарушена свобода от пыток, и также были нарушены права на справедливую своевременную защиту, своевременное оказание медицинской помощи, право на получение дипломатической защиты и также право на жизнь на самом деле. В Крыму будут судить еще одного активиста Евромайдана. Прокуратура российской администрации Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летнего Андрея Коломийца. Активиста подозревают в покушении на убийство 2 сотрудников «Беркута». По данным следствия, он во время массовых беспорядков в Киеве в январе 2014-го забрасывал сотрудников «Беркута» бутылками с зажигательной смесью. Его также подозревают в хранении и перевозке наркотических средств. По данным российского следствия, Коломиец является членом экстремистской организации УПА. Подозреваемый содержится под стражей. Дело будет рассматривать Киевский районный суд Симферополя. Ощадбанк будет судиться с Россией из-за Крыма. Банк уже начал арбитражное производство. Еще в июле прошлого года Сбербанк направил претензию российской стороне о возмещении 15 миллиардов гривен убытков, причиненных аннексией полуострова. Россия претензию оставила без внимания. Теперь дело будет рассматривать арбитражный суд. Ощадбанк имел крупнейшую банковскую сеть в Крыму – 294 территориальных отделения. Владелец крымского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» начал судиться с прокурором российской администрации Крыма. Олег Зубков просит взыскать с Натальи Поклонской 1 миллион рублей за ущерб чести и достоинства. В качестве ответчика Зубков требует привлечь и телеканал «Россия-24», показавший сюжет, в котором прозвучали заявления прокурора об убийстве Зубковым тигрят в ялтинском зоопарке «Сказка». Иск подан в Савеловский суд Москвы, чтобы у Поклонской было меньше шансов давить на суд, заявил адвокат Зубкова. В Аграрном в пригороде Симферополя закрывают медицинский кабинет с единственным врачом-педиатром. В поселке проживает более 1000 семей. По словам жителей, теперь детей придется возить в Симферополь, в городскую поликлинику. Домой вызвать детского врача невозможно. Важен он для нас, потому что здесь проживает очень много семей с детьми. Очень многие работают здесь в аграрном университете, поэтому куда-то выехать это довольно проблематично. Поэтому для нас всегда этот был детский центр здесь, как палочка-выручалочка. Старшие дети могли сами пойти за справкой, либо там обратиться к врачу, ну а младших уже родители приводят. Везти больных детей в поликлинику, в город, не имея троллейбуса, имея всего 2 маршрута, я думаю, это будет очень сложно. А имея в виду еще маленьких детей, которых нужно взвешивать ежемесячно, осматривать, о вызове врача на дом вообще речи уже быть не может. Много детей, много мам.
Добираться до города довольно-таки проблематично. С колясками совсем. Поэтому необходимо просто, чтобы он был. Раньше был у нас еще и прививочный пункт. На сегодняшний день, то есть вызвать врача и все остальное, сдать анализы, это везде очень проблематично. Поэтому для такого количества людей, как здесь, просто закрыть этот кабинет, это просто кощунственно, я считаю. Я понимаю, тех, которых здесь предоставляется медицинское обследование, оно недостаточно качественно, и оно не может по стандартам предоставляться. Поэтому данный вопрос требует значительной доработки, анализа и рассмотрения альтернативной какой-то возможности компромиссного решения сложившейся ситуации. В крымских аптеках снова дефицит дешевых лекарств. В частности, трудно приобрести левомедицин в таблетках. В тех аптеках, где препарат есть, он стоит от 100 рублей за упаковку из 10 таблеток. В России такая стоит 17 рублей. Эти лекарства внесены в список жизненно важных препаратов, утвержденных правительством России. Продавцы говорят, проблемы из-за поставщиков. Ранее лекарства везли из Украины, сейчас их нет. Россияне не хотят платить за Крым. Еще в позапрошлом году российская компания «Технопромэкспорт» обещала построить на полуострове 2 тепловые электростанции. По данным портала «Настоящее время», у власти нет денег на скорую реализацию этого проекта. Расходы на строительство планируют возложить на плечи жителей Урала и Центральной России, которым повысят тарифы. «Настоящее время» узнавало, готовы ли россияне раскошелиться. У меня не из чего платить. Дай бог самой бы протянуться. Нет. Серьезно, нет. Почему? Ну зачем? Ну, Крым же наша территория. Ну хорошо, а мы сколько можем платить за кого еще? Муж платит, я не в курсе. Может быть, какие-то другие находить, средства, что ли. В общем, чтобы наши, вот здесь, вот российских-то не совсем обижать. А вы за то, что Крым присоединили? Да, обязательно. Что у нас возьмут там лишние 500 рублей? С миру по нитке, а им лучше. Если бы я жила... Странный вопрос у вас. Снег и гололедица. Крымская столица к ненастью оказалась не готова. После дождя и снега на дорогах и тротуарах образовался каток. Проезжую часть посыпали соляно-песчаной смесью, а тротуары не везде. Журналисты «Крым Реалии» по этому поводу пообщались с жителями Симферополя. Не скользко сегодня, не надо. Сейчас снежок идет, не надо и посыпать. Хорошо. Дороги, я не знаю, вроде нормально, пока не очень скользко. Дороги ничего, вот на таких местах гололед. Так, в принципе, ничего. Видите, вот они более-менее нормальные. Во дворах гололед стоит, а утром был гололед больше. Плоховато, вы сами видите, ничего не посыпано. Так что будем надеяться, что посыпят уже завтра-послезавтра. Спрашивать, а посмотреть просто. Там уже растолкли машины. А на дорожке я иди до вокзала, нигде не посыпано. Ничего, терпимо. Это еще нормально, не скользко. Гололеда такого нет. А сейчас они, скользкие, видите, идем, скользим. Подошву нужно подбирать соответствующе. И торопиться. Это первое. Вот. Второе, нужно выбирать место, где ходить. Я вот смотрю, многие пожилые женщины идут, вот видите, не по тротуару, не по асфальту. Вот. Но это дело, конечно, не годится, потому что нужно ходить по тротуару, не затаптывать. Дороги с утра были ужасные, конечно. Сейчас уже раскатали немножко, а утром просто не передать. Ужасные дороги. Гражданский корпус «Азов» сократил количество участников на блокаде, но административную границу с Крымом покидать не собираются. По словам коменданта корпуса «Азов» Станислава Краснова, они вместе с представителями батальона Номана Челебиджихана будут находиться в пограничной зоне. Активисты планируют следить за выполнением постановления Кабмина об ограничении поставок товаров на оккупированный полуостров и за работой пограничной службы. В данный момент цивильный корпус «Азов» уменьшил свое присутствие на блокпостах.
конкретно на пункте пропуска Чонгар, в связи с тем, что вступило в силу постановление Кабинета министров об ограничении ввоза товаров на территорию оккупированного Крыма. Мы уверены, что мы должны присутствовать на пунктах пропуска вместе с пограничниками, и эта необходимость, она подтвердилась позавчера утром, когда сотрудники Службы безопасности Украины арестовали, по нашим данным, практически весь личный состав пункта пропуска Чонгар пограничников за то, что они за деньги пропускали людей с оккупированной территории на оккупированную, тех, кого они не имели права пропускать, преступников, контрабанду и так далее. Минувшие сутки в зоне проведения АТО прошли относительно спокойно. По данным штаба, боевики 17 раз нарушили режим тишины. Потерь среди украинских военных нет. Ніч в зоні проведення антитерористичної операції минула відносно спокійно. Проте бандити знову обстрілювали наші опорні пункти з метою спровокувати українських воїнів на вогонь у відповідь. Напруженою була ситуація в районі Донецького аеропорту. Ворог відкривав вогонь по українських позиціях неподалік Пісків. Опорний пункт сил АТО біля Опитного проросійські бойовики обстріляли з гранатомету, а неподалік шахти Бутівка бандити застосували міномет. На Маріупольському напрямку українських воїнів, які тримають позиції в районі селища Водяне, противник обстрілював з міномету та гранатомету. Загалом за минулу добу зафіксовано 17 випадків порушення проросійськими злочинцями режиму повної тиші. В Донецкой области СБУ задержала боевика отряда «Призраки». Житель Попасной в ряды ополчения вошел еще в 2014-м. С оружием в руках стоял на блокпостах. Когда город освободили силы АТО, бежал в Россию. Через некоторое время мужчина вернулся домой. Здесь его уже ждала Служба безопасности Украины. Я был завербован в батальон «Призрак», которым командовал Мозговой. До боевых подразделений входили профессиональные военные в российской форме. С местным населением они были жестокие и постоянно игнорировали его. Я стоял на блокпостах. Там мне выдавали карабин. Моей задачей была проверка документов. Когда началась бомбежка, я оставил оружие на блокпосту и сбежал в Россию. Домой вернулся через полгода. Я разочаровался в русском мире. В Раде хотят сажать на 2 года за признание Крыма российским. Такую идею предложил внефракционный депутат Верховной Рады Украины Виктор Балога. Законопроект об усилении ответственности за признание русского статуса Крыма и отрицание оккупации полуострова уже зарегистрировали в Раде. Согласно документу, сепаратистам грозит до 2 лет лишения свободы. Украинский музей в Севастополе стал популярным после аннексии. В селе Черноречье под Севастополем продолжает свою работу частный музей быта Западной Украины имени Ивана Снегура. Теперь сюда все чаще приезжают те, кто скучает по Украине, рассказала владелица музея Иванна Кузьменюк. В музее можно познакомиться с уникальными предметами быта и культурными экспонатами, привезенными из западноукраинских земель, примерить украинские костюмы и попробовать традиционные блюда. После аннексии Крыма России на полуострове стали избавляться от всего, что напоминает об украинском прошлом. В Киеве презентуют арт-проект «Крымские тропы». Презентация состоится 30 января в музее Ивана Гончарова с участием Ольги Михайлюк и Рустема Скибина. В рамках презентации покажут одноименный фильм французского режиссера. Проект начался с крымско-татарских орнаментов Рустема Скибина. На их основе Ольга Михайлюк разработала художественную концепцию, которая должна привлечь к проекту разных авторов. «Крымские тропы» — это фильм Винсента Муна, независимого французского режиссера. В ленте рассказывается о культуре и традиционной музыке народов Крыма. Повстали з творів Михайла Коцюбинського. Стежка проявилася і в Приазов'ї, де мурал створив київський художник Андрій Гуренко. Навесні артполе планує продовжити стежку, закінчити розписи у Бердянську і Вінниці та вирушити до інших міст. У найближчих планах... На этом пока все. Хорошего вечера. Будьте с нами.